Rüstem Fayızoğlu. Sin деп айтам енді. Мында Абдулхан Абдурахманович Ахтамзанны иске алып бик зор мәжлис ясаган. Ул хәзер теге дөньяда ятып шатлана. Ничек аны иске ала? Хәзрәт Исмаил үч телдә, гарәпчә, татарча, урысча дуалар укыды. Шулай ук Абдулхан Абдурахманович үч телдә, урысча, немецчә, татарча бик күп кенә китаплар, мәкаләләр язды. Ул безнең халык арасында, Мәскәү галимнәре арасында бердән-бер галим бик күп җирләрдә зур гына хезмәт иткән галимебез. Мин болай татарча бик күп сөйләй башласам, может, аңлау да кыендыр. Әгәр дә теләгегез булса, күчәбез урысча сөйләргә дә инде. Абдулхан Абдурахманович – это выдающийся ученый, который оставил свои мысли, свои труды на 3 языках, европейских языках. Прежде всего на русском, на немецком и на татарском. Он знал эти 3 языка блестяще. Для них русский для него и немецкий были родными языками. Человек, который прожил удивительную жизнь. У него детство было очень тяжелое детство. 3 года, то есть 3 года он остался с матерью, со своей сестрой, старшей сестрой. Мать работала простой уборщицей и на заводах. Она приехала из деревни Каенлы, Татарстана, в 22 году, в годы Голодомора в Поволжье. И потеряла она там своего первого мужа, 2 детей. И она выехала сюда, чтобы прожить каким-то образом, существовать со своей матерью, которая умерла от тифа здесь через некоторое время. И 2 раз вышла замуж. И что интересно, вот я изучил биографию Абдулхана Абдурахмановича, и что я заметил, какой символическую дату запомнил. 1922 год. Приезд будущей матери в Москву. 22 год. Еще за 8 лет до рождения Абдулхана Абдурахмановича вот этот 22 год был символическим для него, потому что в 1922 году в центре Берлина убили выдающегося дипломата, министра иностранных дел Германии Ратенау. Ратенау и министр иностранных дел молодого советского государства Чичерин подписали в 1922 году Раппальское соглашение. Раппальский договор. Этот договор в течение 10 лет служил очень позитивным моментом для развития российско-германских отношений. Вы понимаете, в 1922 году и Абдулхан Абдурахманович, родившийся в 30 году, окончив МГИМО, окончив аспирантуру МГИМО, потом стал кандидатом наук, потом доктором наук, потом профессором МГИМО, 70 лет работал в МГИМО, 70 лет. Я сам закончил МГИМО, но не знаю ни одного человека, который работал 70 лет при 12 ректорах. 12 ректоров. Вот его, так сказать, он под подчинением находился. И всем он нравился. Это был человек изумительный во всех отношениях. Всесторонне развитый, энциклопедически развитый. И поэтому, и второе, что я хотел сказать, кроме вот научных его достижений, почему я Ратенау вспоминаю? Потому что именно этот период, раппальский период российско-германских отношений стал
основным фундаментальным, так сказать, направлением для профессора, научным направлением для профессора Ахтамзяна. И он написал несколько монографий, которые по существу, раппальский период, это 22-32 год, по существу вся история российско-германских отношений за последние 100 лет отмечена руками, трудами профессора Ахтамзяна. И последний его труд «Объединение Германии. Обстоятельства и последствия». Это великолепный труд. Если вы прочтете, никто уже такой не напишет. Он откровенно все это рассматривает, в какой степени это был для нас позор сдачи ГДР. Понимаете, этот человек открыто, всегда четко говорил о своих мыслях. И этим он ценен для научного общества и для окружения. Абдулхан Абдрахманович сделал, уже упоминалось здесь, Азрат Газизович, он сделал максимум. Никто из других ученых, из других деятелей, московских деятелей татарского общества не внес такого огромного вклада в изучение жизни Муса Джалиля и их продолжателей, то есть их соратников. Он издал несколько книг в Казани и в Москве, посвященных Муса Джалилю. Он сделал максимум возможного для того, чтобы даже найти скульптора, чтобы здесь памятник поставить Муса Джалилю. Это тоже дело какой-то степени его рук. Он переписывался с тогдашним президентом Шаймиевым. Он уговаривал практически, чтобы поехать в Германию, и там в Германии на месте гибели Муса Джалиля их соратников поставить определенные, так сказать, памятную доску. И он уговаривал, здесь нет генерала Хакимова, он уговаривал генерала Хакимова, генерала-полковника, вовлек его в изучение ухода татарских пленных, военнопленных, партизаны, белорусские партизаны. Они издали об этом, эту книгу. То есть я не знаю такого деятеля из полумиллионной московской диаспоры татар, который бы внес столько вклада в развитие всех этих направлений. Особенно, так сказать, он последние 2 года тяжело болел. Он очень гордился своим сыном Ильдаром, который продолжает его дело, доцентом МГИМО является, гордился. Он гордился своей дочерью Наилей, тоже является научным работником. Жена тоже научный работник. И всегда с большим хорошим словом вспоминал своего брата Рашида, который помогал, особенно последние 15-20 лет, здорово ему помогал для того, чтобы организовать встречу. И я убежден, чтобы сохранить память об Абдулхане Абдрахмановиче Ахтамзяне, мое предложение, конкретное предложение, ко дню его рождения, 10 декабря этого года, 18-го, выпустить сборник вспоминаний и статьи о нем. Сборник, небольшой сборник, и это презентовать именно 10 декабря. Это у меня 2-3 уже есть, если можно, сдам я их. Может, другие тоже из разговора, из желающих будут о нем вспоминать. У нас 7 августа будет тоже в этом библиотеке Татарского культурного центра тоже день вспоминания Ахтамзяна. И мы хотим, я заранее хочу сказать, он был создателем, первым председателем Татарского научного общества, созданного 20 лет тому назад, в 1997 году. Он руководил, особенно вот до последних дней, был руководителем этого общества и внес свою лепту. И мы хотим 7 августа объявить
о воссоздании этого общества и назвать его Татарское научное общество имени Ахтамзяна. Браво. Это тоже будет в определенной степени память о нем. Дорогие друзья, вот выслушав Юлдус Нуреевича о том, чтобы выпустить к его дню рождения книгу воспоминаний, я беру на себя как литератор, собираю ваши все предложения и книжки, и я помогу ее выпустить. То есть книга будет так, книга будет примерно звучать таким образом. Профессор Ахтамзян, ученый, педагог и общественный деятель. Он очень хотел вот это последнее воспоминание издавать. Ильдар помнит, Вот так он сказать, каким образом. Издал. Я должен Вот тоже он, немного сказать, каким образом. В декабре прошлого года он ко мне, я ему подарил свою книгу «Выдающийся мусульманский ученый 20 века». Он перелистал все это хорошо, красиво. А ты не можешь мою книгу туда рекомендовать, издать вот мои воспоминания, которые я почти закончил издать туда. В течение, говорит, 2-3 недель. Я говорю, ладно, вообще. Это издательство, я говорю, Наталис, я говорю, они так быстро не издают. Это потребуется полгода. Во-первых. Во-вторых, они, я говорю, очень просят деньги платить. Я как-нибудь соберу, сделаю, я говорю, ладно, Ромаш, деньги вам нужны для лечения. Вы держите для лечения свои деньги. А мы постараемся издать его бесплатно. И я позвонил Разилю Валееву. Они да, Ташлык и Хайнлауллары рядом, они вместе, так сказать, друг друга знают. Я ему сказал, он говорит, пришлите, давайте, пришлите все это прочее. И Ильдар отправил, Ильдару я сообщил, отправил, а потом быстренько, за 2 недели от них сделали. Они сделали, а потом он долго его читал, перелистывал, каждый раз комментировал что-то, мне звонил. То есть он, уходя последние полгода, получал тоже определенное удовольствие от того, что его вспоминание тоже остается среди нас. Спасибо. Дуслар, я думаю, что сейчас самое время предоставить слово нашему Аксакалу. Это Ахмед Абдурахманович Галимов. Потому что самый историк, сам он историк, краевед, знающий больше всего после Юлдус Нуреевича. Пожалуйста. Мәскәү татарлары өчен зур югалту. Хәзер андый кешеләр юк. Ул Мәскәүдә генә түгел, Казанның үзендә дә Терегея баралар. Ул галим буларак та, кеше буларак та чын шәхес иде. Аның белән танышу 1970 елларның уртасында булды. Ул вакытта яңа гына халык кымылдый башлаган иде. Мәскәүдә. Ул профессор буларак, бәлки ул вакытта доцент булгандыр. Һәр хәлдә галим иде ул вакытта ул. Ул килеп кушылды шул хәрәкәткә. Башта без язучылар конференциясын, әдәби конференциялар үткәрә идек. Җыелырга урыныбыз да юк иде. Я бер библиотеканың залыннан сорап, я икенчесенең, я башка берәр клубка барып очраша идек. Ничек әйтәсең? Бәлки галим кешегә үзенең эше күп. Нигә кирәк булган ул халык арасында эшләү? Чөнки аның күңелендә булган ул нәрсә, күңелендә үзендә булганны халык белән бүлешергә. Хәтердә Рус географик җәмгыятендә общество географическое ул вакытта менә бик инде ярлы хәлдә иде. Хәзер ул күтәрелде.
Çünkü Putin da minister da Şoygu da onu küterdiler. O vakitte bir gün diyor idi. Şunda uçraştık. Tatarlar, Moskva Tatarları hakkında birev bizning şu tugul Yahudilerden hem ikincisi Moskva Tatarı yaşlardan Sadur idi Veli Ahmet. Alar kitap çıkarganlar idi Moskva Tatarları turunda da küp de tugulanda statistika andan qaysı bir tarihi məlumatlar. Şunda yaxşırak tanıştık çünkü ul da özünün qaraşı boyunca minde. Nerse ettim bu yaktan Abdulxan'a bir nerse zor nerse xas idi. Biz küp vakit kişini tınlay bilmiyiz. Özümüz şeylerge yaratabız. Kişilerini tınlay bilmiyiz. Mine tınlay bilü. Kişini büldürmev. Eğer temkitli olsa onu da tırnak kına kişini rencitmezden eytirge gerek. O sıfat Abdulxan'da var idi. Ondan birinci gazete çıkara başladık. Şunda indi bir Ritkaligida bir geçledik. Gazete ayakka baskanca yazıcılarımız yok. Moskva halkı az yazar. Tarihini bilirçiler az. Halk tarihin. Moskva tarihi boyunca varsa bir geç. Buna Moskva Tatarların tarihini bilirçiler. İçten bilirçiler. Yukarıdan gına tüyür, içten bilirçiler. Onlar Siriye'ye gidi. Şuna göre grip gazetlerinde bilirçiler az idi. Abdulxan'a da, redaktorga da, başka avtorlarga da, mine da turu kileydi bir nomerde 2-3 makale yazar var. Avtorlar bulup türlü isimler bilen. Min özümningine bir 10 ismim bolgandır o vakitte. Abdulxan da şulaydı. O ondan redaksiya vaktinde o duayda yaxşı yazar. Lakin men o vakitte indi orunbasarıydım redaktorunun. Şuna göre redaksiyalarga to'g'ri kelaydi. O men onun bilan her vakit birga kelishib, u da mening maqolalarni tekshirib chiqaydi. Bir qachon mana bir nindi takabbirlik yo'q o'zimda. Nechuk nindigina bilgich bo'lmasin, aytambek, kishining ko'nglini tushira turgan kishi tug'ildi u. Ondan çıkardık. Кто есть кто? Татарской общине Москвы. Anda bölüştük. Kim biznesmenler hakkında, kim galimler hakkında, kim cemaat işçiler turunda, hizmetkarlar turunda her birisi biz bildik de şu kişiler turunda yazdık. O vakitte da Abdulxan menden soruyor, ben anardan soruyor. Galim bularak bilesiniz mi? Galimler de bir kontrol aslında, gözetim aslında. Şuna karamazdan, eli ul vakta ımgimada işliydi ol. Tataristan'ın müstakilliğini yapıp zor makaleler kim yazdı? Abdulxan yazdı.
Ondan Kulikovskiy bitva. Anı dürüst yazma turunda, küpürtüp yazma turunda, o bir yazı turunda bir maturguna delilli makaleni ul birinci bastırıp çıkardı. Onlar bir ele güvü de var idi o işte. Cebirlete tıran sözleri etüçü de burada onlarga. O onlar karamadı, yüzesinin işli birdi. Bizim Moskva Tatarları arasında kaysı vakit cemiyet işine girip bu dalıp yürüyüşler de var. bir vakit Abdülhan'a aytlar. Nerse siz de tügül. Yüzü bir nitırmıtırgan kişi nerse sin. Professor bolgansın. O vakitte komünist bulup professorlukka ötüp gitkensin de sen bit üzün için işledin. Üzün professor bulurga derecege münergetledin. Halkka ne işlegenin var? Eyten bit mine anın tırnağında durmagan kişi şunday sözler anın yüzüne taşladı. Kızganışka karşı olan hazır da var. Nadanlar Tatar tilini bilmeyin, Tatar tarihini bilmeyin. Gumumen terbiye almayan gayle için Müslüman gayle terbiyesi almayan kişiler mine şundi neyse bir yarı kuleli Tatar hareketinde katlaşmasın diye Abdülhan katlaşmayan bulsa da anın şu dereceye ciddi halkımızın abruyun kütere. Andi kişiler halkının abruyun kütere. Biz küp birine tırışıp uran sevirmesek, küp birine ul işte işlemesek, halka abruy tudura almıyoruz. Mine şundi kişiler halkının abruyun kütere. Anın küngülünde menge rahmetlik kişi kaldırsın. Rahmetinle olurlar. Мы его звали Абдулхак, его имя было Абдулхак. Но поскольку он часто выезжал за границу, визы, таможни, декларации, и где-то буква «Н» с «К» похожа, и кто-то написал, а дальше переправлять уже нельзя, потому что раз прошло уже через таможню и через погранслужбу, через визы. И так и оставили Абдулхан, потому что такого имени нет Абдулхан. Ну, так получилось, так и называют Абдулхан. А мы его звали Абдульчик вообще в детстве, да не Абдулхак. Вот здесь у меня есть фотография, вот он с Шаймиевым здесь. Шаймиев. Вот здесь письмо. Государственный советник Республики Татарстан. Митимир Шаймиев. Мне тяжело говорить. Уважаемый Абдулхан Абдурахманович и Мансур Салахуддинович, это Хакимов генерал-полковник. Генерал-полковник Хакимов, они вместе издали книгу про пленных татар. Ведь многие семьи считали без вести пропавшими своих родственников, и братьев, мужей, сестер, отцов. А гитлеровская команда решила создать батальон татарский. Не знаю, какой номер, 825 батальон был, мусульманский, создан из татар. И они хотели направить их против советских войск. И потом, когда они там стали изучать, там корни Мусы Джалили тоже достались. Они ездили туда, в Витебскую область. Очень много было писем, направленных как Лукашенко, так и Шаймиеву с разрешением и с ходатайством о том, чтобы там установить тоже памятную доску. Получилось, что этот татарский батальон должны были пустить наступление, а там советские войска были в очень напряженном окружении таком. И белорусские партизаны стали искать подход к татарскому этому батальону. Послали, значит, связных, там договорились, что вот вы там дайте сигнал, захватите
пушка у них была, еще что-то. И, мол, по сигналу ликвидируйте свой штаб и переходите. Ну, обе стороны сомневались, действительно ли правильно, или не провокация, или что-то такое. В общем, в конце концов, этот батальон там устроил у себя шумиху, разоружил и перешел на сторону партизан. И вот они ездили вот с генерал-полковником Хакимовым, нашли среди жильцов, жителей старых деревень, там, тех, кто был в этих партизанских отрядах. Тот повел их, где землянки там были у них, и у него был журнал. Там какой-то ящик нашли, типа маленького сейфа. Но с войны никто не трогал, никто не интересовался, никому не надо. Потом они стали рассматривать его, и там фамилии. И стали по фамилиям восстанавливать эти взводы, батальоны их. Потом стал вопрос, чтобы поставить памятную доску. Обращаясь к местным властям, те какие-то татары приехали, тут зачем нам это? Потом они писали письмо Шаймиеву, чтобы там оттуда было ходатайство. Потом писали Лукашенко, чтобы разрешить поставить памятную доску там. В конце концов, они добились это сделать. И они выпустили книгу, значит, где 200 с чем-то фамилий татар, откуда призывался, где родился, где чего, и фамилия, имя, отчество, чтобы люди знали, что они не погибли, не пропали без вести, а вот они там были, в этой большой катавасии, потому что там очень сильные бои были потом, и они почти все там все равно погибли, остались. Но, по крайней мере, фамилия, имя, отчество и населенный пункт, с которого призывались, они в книге напечатаны, и родственники могли узнать про судьбу своих родственников, которые там были в окружении. В общем, большая работа была это сделана. Вот есть письмо государственный советник Республики Татарстан Ахтамзяну и Хакимову. Уважаемый Абдулхан Абдурахманович и Мансур Салахуддинович, позвольте выразить вам огромную благодарность за подаренную мне книгу «Никто не забыт» о наших бесстрашных соотечественников, сражавшихся в партизанских отрядах Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Как и предполагалось, эта книга, созданная по вашей инициативе с вашим участием, стала данью памяти поколения, завоевавшего Великую Победу. Это издание имеет огромную научную и информационную ценность. Уверен, что ваш труд будет востребован нынешним поколением. Он является особым подарком для всех нас в год празднования 70-летия Великой Победы. Пользуясь случаем, сообщаю Абдулхану Абдурахмановичу о том, что в недавней встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с ректором МГИМО МИД России Анатолием Туркуновым, в которой я принимал участие, был особо отмечен большой вклад профессора Абдулхана Ахтамзяна в успехи МГИМО. Желаю вам, достойным сыновьям татарского народа, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и счастья. Митимир Шаймиев из Гизаля-Кляр-Блян. Его вклад везде ощущается не только вот в Беларуси, памятник Мусы Джалиль. У него дома в библиотеке в личной Муса Джалиль, я уже сейчас не помню, на 200 языках где-то, то есть даже на китайском есть о Мусе Джалиле. И он, как только где видел книгу, все ему старались что-то помочь, где-то дать, потому что он собрал все о Мусе Джалиле. И он еще, как только Мусе Джалилю, то есть его имя стало возможно произносить, потому что раньше он был как предатель, почему им не знали про его семью, она была спрятанная, что Чулпан Мусеевна, что Амина Ханум, они жили еще в районе Ленинского проспекта, на Молодежной улице, он туда к ним ездил, они тоже все время боялись, потому что как бы боялись, что могут что-то им еще пришить из отца, как враги народа. Вот он оттуда еще начал заниматься, Абдулхан Абдурахманович Мусой Джалилем. И мама вот Ильдара, то есть супруга Халида Каюмовна, она в МГУ училась и защищала диплом, тоже о Мусе Джалиле писала. То есть вот эта семья, она все интересовалась татарскими корнями, а Муса Джалиль единственный писатель-поэт, герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии. Больше нет такого писателя у нас. Вот он такой. И он
нашел вот этого скульптора, там долго шли переговоры о цене, о возможностях. И опять нужно было переговаривать и с правительством Шаймиева, что как вот это все организовать. Потом это место показали, там река, кто был, там знает, что там внизу протекает речка, там все бурлило, и стена, нужно было подпорную стенку сделать, там нужно было все оформить, потому что памятник мог уйти под воду. Очень долго выбирали, какой сделать. Потом скульптор этот привез сделанные из бронзы макеты скульптуры его. Она весила килограмм 12, наверное. Когда он подарил скульптор Абдулхану Абдурахмановичу, один бюст стоит в библиотеке в доме Садулаева, и один он дал. Я его еле сам донес, не то, что ему нести было, я ему домой отнес его. И долго, потом некоторые стали говорить, когда увидели памятник, а что-то у него ботинки такие какие-то дряхлые или шнурков. Но люди не догадываются, что это военнопленный был, какие там шнурки у него ботинки. Когда он сам, сейчас я попозже достану, у меня там есть его воспоминания, когда он в рваных ботинках пришел, ну ходил вообще в рваных ботинках, потому что он приехал из деревни Каинлы во время войны, все туда эвакуировали, и он пришел в рваных ботинках, значит увидел, говорит, а почему ты босиком? Он говорит, а я так пришел. Зачем ботинки снял? Я так пришел. Тогда насел, написал бумажку какую-то, иди поставь внизу печать и пойдешь в исполком. Он пришел, ему дали ордер на ботинки. А в чем пришел? А вот так. Придешь еще, и мы дадим ордер на пальто. Вот так вот. Такое детство было. Вот, помимо того, что семейные были неприятности, так еще нечего было одеть. И когда он сначала учился здесь, в школе, потом они, война началась, они уехали в деревню матери Каинле. Там он по-татарски научился говорить хорошо, изучил. И там был конкурс. Была какая-то дата рождения Абдул-Тукая, и он прочитал Шурале из годов Абдул-Тукая. Наизусть, ему наградили, ему дали книжку, эту такую, значит, и... Тухтарова. Да, именно Тухтарова. А потом, когда и он там научился выращивать, ну как, овощевод стал, табак выращивал и проса, потому что там было много эвакуированных, и их уже когда немцы немножко отогнали, там прекратили им давать, отпускать муку и прочее, это не местные. И вот тогда он начал выращивать табак, там проса, и когда уже была возможность в Москву вернуться, вот это проса и табак их спасали в дороге, потому что они за счет проса и табака, кому табак, а кому стакан там проса насыпали для питания, вот за счет этого они добирались потихоньку, где ночлег, где на чем-то их довозили, вот он так воспитывался. Потом, мало кто знает, как он поступил в МГИМО. Что такое учиться в школе рабочей молодежи? А окончить школу рабочей молодежи с золотой медалью никто из вас не назовет кого-нибудь приятеля, знакомого. А он окончил школу рабочей молодежи с золотой медалью, то бишь с отличием, и поэтому был принят в МГИМО. Он сначала пошел, институт был востоковедения, на котором образовался МГИМО, который все время по телевизору иногда хвалится наш великий Жириновский, ведь его фамилия, да? Я забыл, да, Жириновский. Да, он все время говорит, что я вот востоковедение там учился, почему он ездил кораблем потом. И он говорит, я хочу вот изучать арабский язык. Мы сказали, нет, мы татарам арабский язык не даем. А какой вы даете? Немецкий. Ну, немецкий, значит. Тогда он пошел в ГИМО. И в ГИМО его приняли. И тоже арабский язык не дали. Ну вот он немецкий. Потом немецкий он изучил настолько, что его приглашали в Германию. В те времена Германия была раздельная. В Западную Германию приглашали преподавать. И он мне говорит, показывал мне газеты, и там вырезки другие, где сами немцы говорили, что приехал из России человек, татарин, который говорит на немецком лучше нас. То есть у него произношение было очень. И его приглашали там преподавать.
Но такой, он говорит, не хочу, там захолустный город такой, и там могут провокации быть. А с семьей надо было ехать, потому что преподавать, значит, там надолго. И он отказался. Поэтому его знание языка, конечно, там очень много. И он побывал, полгода он был в ФРГ, в архивах, занимался, вот он книгу писал вот о рапальской политике, и он нашел в архивах себя. То есть там было написано, что Ахтамзян, Абдулхак Абдурахманович, вот он такой германист, знает немецкий. То есть там картотека была заведена и на него. Я сейчас вот сбиваюсь, потому что тяжело говорить про него. Вот фотографии есть. Шаймиев, Абдулхан Абдурахманович и Айтматов, Чингиз Айтматов. У Чингиза Айтматова мать была татарка тоже, и он вот часто бывал там. То есть они вот все приятельствовали. Буквально перед смертью не своей, а Фарида Шейфы Мулюкова, они тоже встретились, разговорились, они одногодки. И сейчас, где вот похоронили, там лежит брат Фарида Шейфы Мулюкова, Агдем Шейфы Мулюков. То есть он со всеми этими арабистами поддерживал отношения. Вот здесь вот с новым президентом, вот Рустам Нургалиевич. И вот здесь вот брат находится рядом. В первую очередь я хотел бы отметить, что он труженик. Причем, чем бы он ни занимался, работа. Это, с моей точки зрения, первое, что он нам привил, что он нам завещал. Второй момент. Я отмечу, как наследник в прямом смысле слова, я наследовал то, чему учился и у него в том числе в стенах нашего института. Я лектор, который вот уже 35 лет продолжает работу, начатую папой в Институте международных отношений. Привет, спасибо. Вот. Я начинал, когда я начинал свою учебу в институте, мы слушали лекции тогда доцента Ахтамзяна, позднее он будет профессором Ахтамзяном. И прям вам скажу, лекции пользовались необычайной популярностью. Это я не только как сын отмечаю. Дошло до того, что конспекты, которые я вел на его лекциях, у меня аккуратно украли. Поэтому парадокс, но факт, именно конспекты его лекций, когда я окончил институт, в моем багаже отсутствовали. Что само по себе характеристика, да, потому что это лекции, которые и конспекты, которые были на расхват. Я думаю, вы знаете, как популярны у студентов краткие конспекты, тем более грамотно написанные. Да. Вот. Простите. Что еще хотелось бы отметить, когда говоришь о профессоре? Я немного волнуюсь, хотя сотни лекций прочитал в своей жизни. Вот, видимо, мне стоило начать со слов, которые на Востоке произносит каждый человек перед публичным выступлением. Да сделает Аллах мое сердце шире, а дело легче. Аллаху машрах ли садри ва ясир ли амри. Что пусть с запозданием, но я эти слова произношу. Папа, с моей точки зрения, обладал еще одним важным качеством. Это интернационализм. Причем он учил меня с детства, что дураком можно быть на любом языке. Не это делает человека достойным членом общества и достойным, если хотите, работягой. Вот, поэтому мне говорить по-татарски труднее, чем по-немецки. Немецкий язык я учил, потому что это язык, на котором на Hochdeutsch папа действительно говорил на очень высоком уровне. На немецком мне говорить труднее, чем на английском. На английском мне доводится и лекции читать, вот в этом окончившем семестре и семинары вести. Ну и, естественно, на русском мы с детства были обучены говорить так, чтобы никаких проблем. Обращаю ваше внимание, что среди почти 400 работ профессора Ахтамзяна
Я вот под его портретом положил зеленую книжечку, изданную еще в 2005 году. Там 300 публикаций профессора Ахтамзяна перечислены. К концу жизни это уже около 400 публикаций. И среди них важное место занимает, с моей точки зрения, наша совместная маленькая брошюра происхождения некоторых заковыристых слов в русском языке. Причем многие из них действительно легко понятно становятся, если владеешь татарским языком, если понимаешь корни, основы тех слов, о которых мы написали. Интернационализм, с моей точки зрения, проявлялся во всем. Вот сегодня упомянули и не раз о переходе, скажем, татарских легионеров на сторону белорусских партизан. Немцы успели подавить это восстание, то есть успели уничтожить все руководство восстания. Одним из командиров был чуваш, который говорил по-татарски, поэтому смог записаться в этот батальон. Не нужно думать, что это были чисто татары. Как меня мама учила с детства, Мусад Джалиль татарин, и герои вот этих восстаний татары. Но предал их тоже татарин. Не в национальности качества человека, а в его, если хотите, человеческих качествах, его, в том, что делает его человеком. О многом хотелось бы еще рассказать. Закончу словами, которые папа очень любил и которые были вычеканены, отчеканены на одной из монет, которые археологи нашли. Я участвовал косвенно, конечно, не активно, в археологических раскопках в Татарстане. В Беляре, в Булгарии археологические раскопки ведутся на регулярной основе уже многие десятилетия. И там откопали, с моей точки зрения, уникальную монету. Монета была отчеканена уже после монгольского завоевания, но в Булгарии, которой монголы тогда сделали столицей, временно своей ставкой, потому что боялись восстаний, в первую очередь, среди наших предков. На монете простые слова. Тармыш мизгель, аны изгей шкякулла. Жизнь, мгновение, посвяти ее святому делу. Я считаю, что эти слова не случайно нравятся всем, кто их узнает. Почему и профессор Ахтамзян всегда их помнил и повторял. В те конкретные годы, в 13 веке, они звучали как призыв к сопротивлению монгольской оккупации, продолжению восстаний, которые происходили тогда практически каждый год. Подавить смогли лишь несколько десятилетий спустя повстанческое движение. Почему там ставку и держать? Эти слова относятся и к любому времени, в том числе и к 21 веку. Одно из дел, которым я воспринимаю себя как наследник и продолжатель дела профессора Ахтамзяна, это работа в рамках татарского клуба в нашем университете, в нашем институте, который мы совместно организовывали с инициативными ребятами из студентов, из татар в нашем институте еще в 2008 году. Мы горды тем, что это было первое национальное землячество, которое было создано в МГИМО. Позднее их появились десятки, потому что откуда только у нас студенты не обучаются. Одно время у нас праздновали Ноурус как общевосточный праздник, на который сходились представители всех мусульманских общин в большом зале, концертные номера и так далее. Почему я об этом вспоминаю? Татарский клуб периодически переживает всплески все новой и новой активности. Мне было очень приятно несколько раз в рамках татарского клуба читать отдельные лекции по истории, начальному периоду истории татарского народа. И о кочевом прошлом, и о Великой Булгарии, о Волжской Булгарии. С колоссальным интересом ребята воспринимали эти вещи. И мы наметили на следующий семестр, по крайней мере, попробуем прочитать несколько лекций, организовать аудиторию о мусульманской архитектуре. По крайней мере, показать ребятам, какие шедевры зодчества создали не только наши предки, но и по всему земному шару и продолжают создавать до настоящего времени. Поэтому словами «Тармыш мизгель, аны эзге эшке куллан» я позволю себе завершить сегодняшнее выступление и от души поблагодарить вас всех за то, что вы откликнулись и выразили, если хотите, дань благодарности профессору Ахтамзяну, который, с моей точки зрения, заслуживает этого и заслуживает самой доброй памяти в сердцах
и татар, и всех, кто его знал в жизни. Спасибо за внимание. Человек, можно сказать, с детства, из нищеты, не имея досуга, не имея то, чего человеку предписано по жизни, он оттуда выходил с достоинством, с настроением. Он абсолютно был работоспособен, невзирая ни на что. Потому что ему тоже, как в детстве, дети должны помогать, способствовать жизненному ритму. Он тоже везде, в общем-то, вырабатывался. Но невзирая на это, у него была, по-моему, просто-напросто от Бога мечта. Мечта вырваться из этого состояния, вырваться из этой тени. И вот это, мне кажется, ему и озарило его путь. Потому что человек трудоспособный, он может многого достичь. Вы сами по себе это знаете. Кто чего хотел, тот уже достиг. Но я считаю, что в детстве, конечно, это трудновато, может быть. Но этот человек настолько был целеустремленный, настолько был правильный, настолько был тактичен в своих действиях, в своих отношениях. Он абсолютно знал, куда он идет и зачем. И когда, конечно, в 1949 году из таких условий он уже просто золотой медалью поступает в ГИМО, это одно говорит о его человечности, о его призыве вперед. И, конечно, очень приятно слышать все, что сегодня уже сказано. И перед собой я чувствую этого человека вот именно так, как он шел, и так, как он вообще прожил свою жизнь. Прожить такую жизнь очень сложно. Почему сложно? Потому что мы все живем, и у каждого свои трудности в жизни. Но тогда, когда человек пробивается и становится академиком, академией наук, вы знаете, это нужно достичь. Я думаю, среди нас, кроме Октябряна, пока такого я не знаю. Может быть, я упустила, не знаю. Но мне кажется, он у нас единственный такой, не почетный, а заслуженный своим трудом, упорством, своей дерзостью где-то. И, конечно, такой человек, он не должен быть много его, он один, и один он нам осветляет путь. И когда за ним, вот его зная, уже не останавливаешься ни перед чем. Именно хочется идти и идти. Неважно куда, но зная зачем. Вот это очень важно. И мне, конечно, сегодня с удовольствием я выслушала и вас, Ильдар Эфенди, если так можно назвать, и брат вот рядом рассказал нам много очень. Конечно, это приятно, но вместе с этим я вас прошу всех, не забывайте таких людей, распространяйте о нем эту славу. Пусть это будет урок для нас, для всех, для наших детей, для внуков, потому что таких людей у нас нет. Если есть, они по счету. Йылдос для меня это вообще величина, какая-то звезда на небе. Я всегда с чувством благодарности этим людям живу и всегда сегодня это чувствую. Почему? Потому что таких людей мало. А нам нужно, выползая, вылезая, стремительно именно догонять этих людей. Не для того, чтобы мы это имели, а для того, чтобы наш народ о себе сказал, что мы такие. И действительно, я с вами поделюсь. Я очень делюсь все то, что я слышу и знаю. Я делюсь русскими людьми. Они вообще в последнее время открыли глаза свои. А как же так? Сколько умных людей, столько таких людей у вас? Я говорю, да. Они не скрытны, они везде среди вас. И, пожалуйста, учитывайте, что национальность не делает человека. Человек делает сам человек. Идет вперед, и, конечно, он процветает на фоне своей национальности. Но в данном случае, когда взял этот человек нашей Родины, он настолько хорошо пробил эти все дороги свои, тяжелые дороги, и по жизни, и по состоянию. Да мало ли у нас у каждого в жизни есть свои препоны. Но этот человек стремительно, отчаянно шел и дошел. Сегодня мы с вами, конечно, в таком торжестве должны это помнить, должны чтить эту память. Очень жаль, что он ушел. Я лично сожалею, мне почему-то очень скучно, мне очень грустно. И вы знаете, но с любовью я остаюсь к нему и думаю, что все, что он нам оставил, это будет нам продолжением нашей жизни. Я не буду больше говорить, я могла еще много сказать.
но я не хочу, потому что это уже трудно. На небе стало больше ангела над ним. И стало очевидно, точно знаю, сегодня, завтра и всю жизнь мы помним, любим и скорбим. После ухода понимаешь, что ушла история, ушла такой великий человек. Я считаю, что он для нас, это как Млечный Путь. Он оставил свет. Мене Олександр Тенчеєв, був Явде Макаля, Джаліловці. Анда Бікзур Макаля, Расимляк бітен, бізнен татарлар какайсыва фарбундылар. И мен бұл пачканы алып, мене зургана пачканы алып, а мен бұл газета «Татарские новости» отвечал за распространение. С 93-го года по окончании, пока газета «Татарские новости» жила в Москве, вот мне напечатал за эту прическу. Поэтому мен анда ушла басып, Бетруда, Халык Бара, Езляп, Медляп, там. Сегодня день казни, 50 лет, пожалуйста, здесь статья о героях Джалиловцах. Вот Шулане Троин, да, Минц, Александр Тенчеев, да, Абдурахманович Макаля, да, Таратрейдом, газета «Татарские новости». Вот. Анда, значит, я там, что главный редактор Булгариды Айшатулла Шанды Кучуш, а Нарсон Давлетшин Кундусов Шанды. Вот. Кундусов Шанды Давлетшин Вафат тоже был бы. Вот. Но мен навсайтарга атлаган едім. Көп мәртәбә аны белән күрешкән едім. Вот. Шуның өчен миндә ул истә кала. Вот. Безгә гыйбрат, бөтенесебезгә гыйбрат. Вот. Шундый кешеләр сирәк. А ассоциация, менә председатель булды, аның исеме ассоциация московских татар-ученых. Вот. И бер мәртәбә заседание ләккәледем, как раз нашла газеталарны китереп, вот, янда күп безнең татар атаклы фан кешеләр булган иде. Вот. И мен анда күргән идем Рашид Алиевич Тюнеев, Рашид Алиевич, алыш безнең газетны «Татарские новости». Вот. Он был примерно 20 ел. Что я хочу сказать? Вот мы, наверное, если взять ветеранов, да, таких возрастных уж, да, будем говорить, вот за последние там 10 лет на мероприятиях полпредства, в доме Асадулаева, наверное, он был один из самых постоянных людей, со всеми разговаривал, значит, со всеми общались, мы всегда с ним разговаривали, всегда общались, и всегда он как-то вот слушал про наш штаб, и, по-моему, он до конца, как-то я ему рассказывал, вот что такое штаб татар Москвы, хотя мы ведем работу уже 20 лет, вот, и все собирался к нам прийти он, и вот, к сожалению, в штабе татар он ни разу не был, но он был много наслышан, много знал, потому что, значит, я сам из Нижнекамска, и вот эта Каинлы деревня, там у нас жили водители, я знаю ее очень хорошо. И потом, значит, как студент, я там 2 месяца практика у меня была. Это в деревне под Нижнекамском, рядом река Зай у нас. Там вокруг деревни Кряшинские, но это такая чисто татарская красивая деревня, Каинлы называется, вот. Есть песни какие-то посвященные, там, значит, Разиль Валеев, вот это, значит, из соседней деревни Ташлык, Шингальчик, Клятри, вот, и Нижнекамск, вот. И поэтому как-то вроде как Нижнекамск, может быть, мне хочется верить, что именно вот его там какой-то характер, может, формировался, да, вот эти годы войны, самые такие, вот вы рассказываете, как он до Москвы добирался, да, все это. Мне что хочется сказать, значит, что на следующей встрече я предлагаю вот пригласить МГИМО, молодежь. Мы с ними общаемся, они постоянно у нас бывают. Мы вообще общаемся со всеми. У нас основная деятельность штаба — это вот, значит, деятельность сохранения татарской культуры, значит, фольклора нашего. Мы общаемся вот со студентами много, проводим много мероприятий. Вот в последнее время мы проводим до 100 мероприятий в год, да. И вот в связи с этим кризисом татарского языка мы сейчас усилили такое направление, значит. Ну вот мне, например, кажется, вот для студентов вот
в какой-то степени вот нам нужны примеры показательные, да, на кого равняться. Вот мы все люди взрослые. Вот мы были все с вами в пионере, в комсомоле, да. Все равно нам нужна идеология. Нам нужно на ком-то воспитывать, с кого-то брать пример, кого-то приводить в пример. И вот наших почти современников, вот, татар, с нами живущих, вот, может быть, закрытые темы, уж положа руку на сердце, наверное, все равно у него возникали в жизни вопросы национального характера, да, например, если давать кому-то там ученое звание, степень или что-то, все равно как-то специфичное в многих отношениях на не совсем не русской нации, да, все равно ему в жизни было сложнее, я хочу сказать, вот. Поэтому, может быть, вот и выработал у него такой характер. И вот надо отдать должное, что вот он не сидел дома, а вот практически вот Асадуллаев, он, наверное, в год сколько раз посещал, да, полпредства, все мероприятия, он всегда был. Вот, поэтому такой активный образ жизни, я бы хотел и к вам обратиться тоже ко всем, чтобы вы все посещали мероприятия, больше бы приходили к нам в штаб, общались бы с молодежью. Наверное, поблагодарить вот ребят, которые тоже очень, может быть, и вот сказали, что только из-за Ахтамдианы пришли, то, что тяжело ходить там куда-то, вот все-таки пришли. Но мы не могли не собраться, поэтому вот в следующей встрече, наверное, более подготовимся, да, вот. Поэтому, значит, вечная память, как говорится, поэтому вот наше соболезнование, и мы обязательно с молодежью будем, значит, об этом говорить, это обсуждать, и многие вещи у нас в памяти обязательно останутся. Это ваше желание, это ваше безупречное гостеприимство, оно выходит как гость, а на самом деле это очень важный памятный вечер. И спасибо вам за щедрость, за доброту, и пусть вам сопутствует звезда, к которой вы хотите добраться. Я этого вам пожелаю от души, потому что вы делаете благое дело не только среди наших татар, но и для всей молодежи, которые не только к татарам, они идут везде. И если вы их собираете, доброй вам дороги. Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, молодежь татарская, вот сейчас мы и башкирскую молодежь увлекаем. Вот. Так что вот, значит, я еще подумал, может быть, как-то в Каинлах это тоже как-то вот это, продумать этот вопрос все-таки, пребывание в этом, конечно, да. 2 языка, 2 человека. 3 языка, 3 человека. То есть кругозор расширяется. Альхамдулилля, мы сказали выше, что остается память, остается его знание, остается его деяния, которые идут в книгу деяний как саваб, как неиссякаемое вознаграждение судного дня. И сколько бы люди не пользовались знаниями этими, какие бы знания он не оставил, они остались, мы им пользуемся. И в книгу деяний ему как саваб вознаграждение, иншаллах, идет. Это тоже очень важно. Альхамдулилля, поэтому вот рахмат, что оставили свои дела, важные дела оставили, пришли на эту встречу, которая была организована в этом прекрасном зале, альхамдулилля. Был прекрасный ужин. Традиционно тоже почитаем аяты из Священного Писания, иншаллах, и ашкар дуахлабс. Рахшама? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب. Allah'ın günlerinde Ulan dualarımızın üzerindeki rahmetlerin ile kabul kılaydın. Rabbena adina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bir sürü rahmet inşallah. Rahmet.